Добрый день, дорогие друзья! С удовольствием представляю вам доклад Оксузен Дениса Владимировича, историка, катехизатора, волонтера Сыктывкарской епархии. Доклад называется «О начальных учебниках для народных школ и об участии духовенства в деле народного образования». Говоря о создании на современном этапе единого коммуникативного пространства для профессионального обсуждения актуальных вопросов преподавания, в первую очередь русского языка, хочется вспомнить прошлое и напомнить содержание двух публикаций протоиерея Алексия Белоцветова, напечатанных во Владимирских епархиальных ведомостях. Этот священник с тревогой отмечал, что и теперь, 13 января 1871 года, в городе Киржач, между нашими грамотниками по прежнему учению, явно его однокурсниками, не встречаются ли такие, которые, не говорю об одних крестьянах, а о наших причетниках, проучась по 5 и по 10 лет, оставались тем не менее не умеющими ни читать, ни писать сносно, с толком и смыслом. О несноснейших переписках и недописках в каждом слове, которые так обычны ныне у деревенских писак. И это очень естественно. Алексий Белоцветов вспоминал и слова русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского. «В моей педагогической практике, – писал Константин Дмитриевич, во вступлении к руководству к своему родному слову, мне приходилось экзаменовать множество детей, поступающих в младшие классы наших учебных заведений. И между ними весьма редко встречал я таких, которые были бы сколько-нибудь правильно подготовлены к серьезному учению. Весьма часто десятилетние дети или едва умели читать, или, если читали бойко, то не могли дать никакого отчета о прочитанном и сколько-нибудь правильно и не каракульками написать самое простое предложение без грубых ошибок. А между тем, дитя, вступая в учебное заведение, находит в первом же его классе весьма сложный курс с 2 и даже более иностранными языками. Для улучшения ситуации протоиерей Алексий Белоцветов предлагал учителям из духовенства овладеть новейшим методом обучения русскому языку и приобрести для своих приходов самые прогрессивные на то время начальные учебники для народных школ. Этот новейший метод обучения состоял в 1871 году в следующем. По мере ознакомления учеников с очертаниями печатных букв, учителя заставляли учеников изображать эти буквы на аспидной доске, например, или на бумаге карандашом, разумеется, не требуя от них строгой правильности и начертаний той или другой буквы, а лишь выходило бы подобие, чтобы можно было отличить сразу букву «М» от буквы «Ш» и так далее. И таким же образом приучали детей по мере изучения ими букв то составлять слова из подвижных букв, то написать то же самое. Само собой понятно, отмечал Алексий Белоцветов, писание их вовсе не будет чисто писанием, но слогосочетание этим путем усваивается учениками великолепно. И главное, дело изучения букв и слогов не служит для них пыткой, а интересует их, заохачивает. После этих первоначальных упражнений дальнейшая грамота дается ученикам легко, особенно когда чтение чего бы то ни было сопровождается толкованием. В ответ на вопрос, что же требуется для того, чтобы вести дело обучения по новому методу, помимо учебно-наглядных пособий, протоиерей Алексий Белоцветов дал краткую характеристику различным азбукам и руководствам. В азбуке Ушакова, помимо столбцов слов для запоминания, были помещены и упражнения в чтении «Царю», «Небесный» и другие молитвы до 17 страницы. С 17 страницы славянская азбука, слова под титлами и упражнения в чтении из Евангелия в 2 столбца, в первом славянский текст, а во втором русский. В конце книги несколько псалмов и 8 страниц славянских слов с переводом на русский язык, то есть словарь. «Сколько материала для чтения!» – восклицал протоиерей Алексий Белоцветов. Далее автор рассматриваемой статьи пояснял, что по азбуке Ушакова, кто знаком с новым методом преподавания, вести детей очень удобно. Поставив, например, на доске буквы «Я» и «А»,
вы объясняете ученикам звуки их. Когда они усвоили эти звуки, вы ставите в середине «м» и говорите: вот это слово «яма». Объясняйте звук «м» и велите ученикам чертить эти буквы и так далее. Затем даете книжку и заставляете по ней изученные слова прочесть. Упражняются они затем и дома по азбуке над чтением этих слов, переходя постепенно от слов легчайших к труднейшим. А затем по слогам читают молитвы. Отмечено также, что русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский в руководство к родному слову ввел способ наглядного обучения. Способ этот состоит в том, что дитя, прежде чем прочесть то или другое слово, видит в руководстве картинку. Рассмотрев ее и ответив вам, что означает эта картинка, ученик читает объяснение этой картинки в тексте и потом сам пишет, что указано в тексте, для чего у Ушинского и предпосланы книги для чтения 12 листов прописей с картинками и сама книга для чтения. Кроме того, как хорошее руководство, протоиерей Алексий Белоцветов рекомендовал книгу для обучения русскому чтению и письму «Самоучитель» диакона Бухарева. В этом самоучителе найдете вы все: и азбуку, лучше азбуки Главинского, и хрестоматию, состоящую: первое, из первоначальных сведений о Боге, ангелах, злых духах и других предметах православной веры; второе, из естественной истории с подразделением ее на зоологию, ботанику и минералогию; третье, из трактата об устройстве телесного нашего организма; четвертое, из трактата о Солнце, Луне и земном шаре; пятое, о нашем Отечестве, русском государстве; шестое, о воздушных явлениях; седьмое, о некоторых особенно важных житейских предметах; восьмое, из стихотворений; девятое, собрание пословиц и загадок. Затем церковная азбука и выдержки из Библии, Евангелия и богослужебных книг некоторым из церковных правил присоединялись для упражнения в чтении. Словарь «Славяне-русский» и объяснение некоторых речений из церковных книг. Далее обучение письму и правила для обучающихся письму. Ежедневные молитвы с объяснением и толкованием. Далее арифметика и счетоводство с образцами, как писать счеты и записи прихода и расхода, и в заключение месяцы слов. В тексте достаточное количество картинок и рисунков, а на обложке указатель некоторых книг для полезного народного чтения. Для дополнительного чтения было указано на доброе чтение православным. В состав этой книжки входили краткая священная история Ветхого Завета, история Нового Завета, краткая история христианской православной церкви, история русской церкви, поучения и беседы, символ веры, молитвы и заповеди. По изложению книжка эта была очень доступна пониманию детей, а особенно дорого в ней было то, что отпечатана она была самым четким, ручным и вместе с тем убористым шрифтом. Остается только отметить, что ведущая роль в создании и поддержании единого коммуникативного пространства для профессионального обсуждения актуальных вопросов преподавания русского языка в конце XIX века отводилась исключительно духовенству, о трудах которого в этой области протоиерей Алексий Белоцветов выражается только в высоком штиле. Священник писал: «Труды духовенства по народному образованию в большинстве безмездные и, можно смело сказать, всегда самоотверженные. Духовенство трудится, но, говорят, непроизводительно. Так ли это? Кому, как не духовенству, обязаны знанием грамоты все наши грамотные ныне крестьяне? Во многих местах и мещанство, а если угодно, то и купечество с известной долей самого дворянства. И при каких только условиях не продвигает духовенство дело народного образования. Нищенствуя само, оно трудилось и трудится в этом деле за даром, помещает школы в собственных своих домах, терпело и терпит при этом только духовенству известное непосильное стеснение для себя и своих семейств. И хватает только после этого у людей духу издеваться над педагогическими трудами священников. Но как бы то ни было,
Именно духовенство все же предстоит в настоящее время необходимость двигнуть во что бы то ни стало своей школы вперед и во всем поголовно взяться за дело народного образования, и не елико-елико, а всею крепостью своих сил и возможным остатком своих денежных средств. Так духовенство должно, нравственно обязано в интересах как религиозных, так и самого общества встрепенуться ныне особенно и всеми мерами постараться удержать за собою заправление народным образованием. Но только для этого ему необходимо уже распрощаться с прежним методом обучения грамоте и взяться за новый метод, описанный мною выше. Я познакомил современное педагогическое и культурное сообщество с публикациями протоиерея Алексия Белоцветова потому, что часто бывает так, что не все просто и понятно бывает для нас по сравнению с тем, что было вполне понятно для имевшего случай познакомиться с известным предметом более подробно. Благодарю за внимание.